Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вначале вкратце о главном. Дружба Урала и Поволжья. Рустам Минниханов посетил Челябинск, чем ознаменовался визит президента в южную столицу Урала, узнала Зарина Ахметова. Закупки и загвоздки. Может быть, где-то это по незнанию бизнеса происходит. Какие проблемы нашли и как собираются их решать, узнал Дмитрий Аренин. Платить приходится в 2 раза больше. На протяжении уже 4 лет мы так не можем найти концы вот этих сложных расчетов. Какие жилищные вопросы стали актуальными в День пожилых, узнала Алия Хайрудинова. Бой на ринге, стрельба и марш-бросок. Колпатки, бегом! Как сегодня бойцы боролись за право ношения крапового берета, увидел Салават Мухаммадуллин. Это большая дань уважения Татарстану. Так Рустам Минниханов прокомментировал открытие памятника Габдулле Тукаю в Челябинске. Президент приехал в столицу Южного Урала с рабочим визитом. В программе посещения местного трубного завода, выставки автомобилей, подписание соглашения о сотрудничестве. Обо всем подробно Зарина Ахметова. Звонко и четко устами младенца татарская речь звучит в одном из скверов Челябинска. И это неудивительно. Теперь он будет носить имя великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Украсила его бронзовая скульптура высотой более 2 метров. Так мастера передали не только образ татарского поэта, но и подчеркнули величину его творчества. Хоть он жил достаточно бедно, но пытался соответствовать моде того времени. И поэтому есть фотографии, где он с шикарным бантом, в тюбетейке, в красивой. Вот. Поэтому вот взяли именно такой образ. Мой отец был на войне, попал в плен. И я у него спрашивала: отец, что тебе помогло выжить в этом плену? Я, говорит, генетически воспроизводил у себя в памяти Туган-Тель Габдуллы Тукая. Габдулла Тукай, бу исем. Имя Габдуллы Тукая я знаю с детства. Он родился недалеко от моей родины, в деревне Кушлавыч. Неспроста именно в столице Южного Урала, вдали от Татарстана, появился памятник Тукаю. В 1912 году поэт посетил Челябинскую область. Пробыл здесь недолго, но, несмотря на это, в регионе посчитали своим долгом отдать дань памяти классику татарской литературы. Граждане Челябинской области, 180 тысяч татар проживает. Им очень важно сохранить свою культуру, сохранить свой язык, сохранить свою религию. Этот памятник – это большая дань уважения лицам татарской национальности и уважения к нашей республике. Это действительно явление в мировой литературе, и очень ценно то, что в его такой короткой жизненной страничке была и челябинский небольшой этап, поэтому мы тоже считаем его человеком, который был связан и с нашей южноуральской землей. В Челябинске первые лица почтили память еще одного татарского поэта Мусы Джалиля. К его монументу Рустам Минниханов и Алексей Текслер возложили цветы. Создал этот памятник наш скульптор Баки Урманча. Народный скульптор Татарстана и России. Урманче, он, наверное, номер 1 из наших скульпторов. Регионы объединяют не только культурные, но и экономические связи. Процесс производства труб показывают Рустаму Минниханову на Челябинском заводе. Ежегодно здесь производят около 2 миллионов тонн продукции. Активно ее используют в топливно-энергетическом комплексе. Елабужские микроавтобусы, уральская спецтехника. На выставке первым лицам представили, какими автомобилями обмениваются регионы. Президент Татарстана, как обычно, решил протестировать один из Уралов. Коробка передач чья? ЗТФ. ЗТФ, да? Можем также комплектовать по желанию заказчика другого производителя, собственно, тоже. ЗТФ хороший. А двигатель? ЕМЗ, рядная шестерка, очень экономичный, тяговитый, моментный. В плотном графике есть место и для совместного фото. Оно тут же появилось в Инстаграм Минниханова и Текслера. Их разделяют более 900 километров. Но, несмотря на это, Казань и Челябинск объединяет давняя дружба. В регионе проживает 3-я по численности в стране татарская община. Оба региона считаются крупными промышленными центрами страны. Сохранять и дальше точки соприкосновения в различных направлениях. Эти и другие вопросы обсудили на рабочем заседании. Здесь же подписали новое соглашение о сотрудничестве до 2024 года.
В зале Ахмед Рафиков, ветеран Великой Отечественной войны. Татарин, родом из Алькеевского района. На Урале его знают как поэта и прозаика. Ему Рустам Минниханов вручил медаль «Столетия ТАССР». В ответ президент получил подарок – книги Ахмета Махмутовича. Зарина Ахметова, Гульдар Хафизова, Денис Смоленцев, ТНВ, Челябинск. Сегодня в Татарстане подтверждено 26 новых случаев заболевания COVID-19. Это на один больше, чем накануне. Все пациенты лечатся на дому, большинство от 30 до 50 лет. Об этом сообщает республиканский штаб. По стране выявлено 8945 случаев. Это почти на 470 человек больше, чем за предыдущие сутки. И это новый максимум с середины июня. Почти треть заразившихся в Москве. Это 2500 жителей. Среди других регионов с наибольшим приростом Ростовская область. Плюс 205, Нижегородская 186 и Самарская 112 новых заболевших. РКБ с завтрашнего дня открывает дополнительное отделение для пациентов с ковидом и сопутствующими патологиями. Они должны помочь в работе специалистам инфекционной больницы. Решение принято Минздравом республики. В больнице откроется отделение для акушерской, терапевтической, хирургической и травматологической помощи людям, у которых подтвержден коронавирус. Всего 60 одноместных палат. Все потоки пациентов будут разделены. При этом отмечается, что РКБ продолжит работать в штатном режиме. Есть буферная зона, которая позволяет нам дифференцировать. То есть это некие изоляторы, когда пациенты поступают в плановом порядке в больницу. Если тест положительный, он, соответственно, пациент уходит по линии инфекционного отделения, либо переводится в инфекционную больницу. Если тест отрицательный, поступает в свое профильное отделение. Сегодня по всей республике прошли масштабные проверки соблюдения масочного режима. Правоохранители отправились в общественные места, магазины, аптеки, транспорт. Первые результаты показали, что татарстанцы расслабились. Роспотребнадзор предупреждает еще рано. Как соблюдают и не соблюдают требования альметьевцы, сегодня увидела Филюза Хамидуллина. 9 утра. Большой продуктовый магазин в самом центре Альметьевска. Трафик большой. Я все время соблюдаю с самого начала ограничений по коронавирусу. И для себя, и для окружающих. Полицейские проверяли гипермаркет полчаса. Ни одного нарушителя масочного режима. Выяснилось, при входе в магазин стоит охранник. Нет маски и предлагает надеть. Здесь их раздают бесплатно. Покупателям, которые заходят в магазины без масок, мы предлагаем одеть маску одноразовую. То есть мы обеспечиваем наших покупателей, стараемся соблюдать безопасность. А вот в соседнем магазине бытовой химии не все соблюдают требования Роспотребнадзора. Двое мужчин прогуливались по залу без маски. Забыл просто это. Задумался. Часто так заходите без маски? Нет. Если у одного в кармане оказалась маска, то у другого нет. С нами он тоже общался без средств индивидуальной защиты. Подзабыл. А у вас есть маска в кармане? Нет. Дома забыл. Нарушителям протокол. Завтра оба должны явиться в отдел полиции. Штраф от 1 до 30 тысяч рублей. А это уже большой торговый центр города. Не сделали и пару шагов, как встретили покупателей без масок. Как оказалось, не только молодые, но и пожилые нарушают требования. И в маске мы пришли, и вот буквально решили вопросы, и просто выходил чисто, скажем, человеческий фактор, видимо, просто не успел одеть. И таких оговорок десятки. Кому-то лень, кто-то забыл. Почему ты без маски? А почему сразу не одеваешь? Потому что выходите. Но, к счастью, тех, кто понимает всю серьезность ситуации, больше. Чтобы не заболеть, уже болел один раз, хватит, наверное. Коронавируса не было, было двухстороннее воспаление легких. Уже неохота больше ловить. 8 дней при смерти лежал, хватит. Всегда в маске хожу. Я медработник бывший сама, понимаю серьезность. Сегодня 40 полицейских побывали в 100 разных точках города. В том числе ездили и в общественном транспорте. И здесь были нарушители масочного режима. Девушка, а почему вы были без маски? Не снимайте, пожалуйста. Всегда так не соблюдаете требования Роспотребнадзора? Нет. Ну а почему сняли маску? С начала пандемии коронавируса только по Альметьевскому району правоохранители выписали более 5000 протоколов за несоблюдение масочного режима. 300 из них на должностные лица и фирмы. Сейчас проверки усилены. Важно соблюдать все требования Роспотребнадзора ради своей же безопасности. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.
Марш-бросок, стрельба, штурм зданий, рукопашный бой. Все без остановок. Так сегодня в Лаишевском районе проходили испытания на право ношения крапового берета. Для бойцов войск Национальной гвардии это уважение, статус и преимущество при росте по карьерной лестнице. Республика приняла на своей территории этот экзамен впервые за 11 лет. До финальных 6 этапов допустили 34 человека. Сколько дошло до заветного берета, расскажет Салават Мухаммадуллин. Слева стреляют, справа взрывается шашка, спереди кричит инструктор. И это после 10 километров марш-броска. До лопатки, бегом! Быстрее! Быстрее, рыбак! На штурмовой полосе работа идет в группах. Прикрыть, помочь, не оставить товарища. Важно думать не только о себе. Я изготовился. На первых 2 этапах сходит большинство. Не прошли испытания. Сегодня из 34 человек остались 13. Причем бок о бок здесь и полковник, и сержант, и рядовой. Все равны. Войсковая часть 3684. Спецназу! Да! Силы всегда остаются с нами. Самое сложное прошли еще, думаете? Я думаю, самое сложное еще впереди. Штурм здания – 3-й этап. Здесь важно спуститься, выстрелить и закинуть гранату в кратчайшие сроки. Некоторых подводит техника. Высотка не получилась. Высота? А почему не получилось? Не дотренировали или что было? Не выстрелил автомат. Не подготовили или заранее? Нет, из-за грязи. А автомат слишком грязный? Да. События происходят настолько быстро и практически без остановок, что вот нам даже пришлось снять куртку, как бы и до кофты дело не дошло. Сейчас испытание стрельба. Здесь ведется она из пистолетов, вот там чуть подальше с автоматов. И ближе нас не подпускают, все потому что используются настоящие боевые патроны. Пока полоса испытаний занята одним участником, других испытывают инструкторы. Отжаться, присесть, граната. Прилететь может в любой момент и любая команда. Во время специальных операций крики, товарищи, кого-то ранило, возможно, кого-то надо оттащить, какое-то морально-психологическое давление на военнослужащего идет. Именно на испытаниях ведь так же должно быть. 5-й этап – гимнастика и атлетическая подготовка. До него дошли только 9 участников. Впереди самое сложное – это ринг. Бить надо, а не гладить! 12 минут боя без остановок. Все бы ничего, но в противниках обладатели беретов. К тому же они постоянно сменяют друг друга. Каждый военнослужащий стремится сдать на краповый берет, так как краповый берет является символом доблести и чести спецназовца. Сегодня свои силы пробовали бойцы со всего Приволжского округа. В итоге краповый берет с гордостью и впервые надели 7 человек. Теперь они настоящие бойцы и пример для всех остальных. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район. Сегодня в стране начался осенний призыв. Из республики в армию отправится более 3000 ребят. Об этом сегодня сообщил военный комиссар Татарстана Сергей Погодин. 46% наших призывников будут служить в сухопутных войсках. Пока 31 человек считаются уклонистами. Отбирать ребят на службу будут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора для недопущения распространения COVID-19. На входе в комиссариаты обязательный фильтр. Внутри призывники должны находиться в масках. Также организовано тестирование сотрудников комиссариата и самих молодых людей перед отправкой на сборный пункт. По прибытию в части проведут повторный экспресс-тест. На пресс-конференции Сергей Погодин прокомментировал и случай заболевания COVID-19 в весенний призыв. В целом ни один призывник больным в воинские части не поехал. Вот таким вот образом. И, соответственно, та система работы, которую я вам сейчас рассказал в своем выступлении, она идентична той системе работы, которая была в весенне-летний призыв. И я думаю, что все будет нормально. Объемы госконтрактов растут, а число участников торгов снижается. Сегодня на заседании Общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» выясняли, что происходит с госзакупками. Как подсчитали, в Татарстане обороты госзаказа растут, но доля малого и среднего бизнеса в них сокращается. Почему государственные деньги недоступны многим предпринимателям? Экспертов выслушал Дмитрий Аренин.
администрации какое-то нарушение нашли какой-то и контракт расторгнули. Бизнесмен Тагир Газизов пришел на заседание рассказать о своей проблеме. Предприниматель занимается пассажирскими перевозками. В Буинском районе он выиграл торги на организацию рейсов, но затем администрация от его услуг отказалась. Идентифицированы по программе. Я в данное время 3 миллиона 300 тысяч заползался из компании. Почему расторгли контракт, представитель администрации Буинского района сегодня говорить отказался. Сейчас я ничего такого комментировать не буду, на основании почему. Давайте все-таки вернемся сюда. Решение по этому делу должен вынести арбитражный суд республики. Это лишь один такой случай. Как говорят члены общественного совета, в Татарстане наметилась тенденция. Малый и средний бизнес получает все меньшую долю в госзакупках. В 2019 году ниже, чем в 2017, 34%. То есть в любом случае мы наблюдаем некий спад. Чем меньше конкуренции на торгах, тем меньше шансов сбить цену, а значит сэкономить бюджетные деньги. Мы, кстати, делаем некоторые такие выводы о том, что в том числе и экономия тоже идет на снижение. На наш взгляд, это связано как раз со снижением количества субъектов малого и среднего бизнеса, которые участвуют в закупках. Почему так происходит, сегодня рассуждали эксперты. Причин несколько, по мнению бизнеса. Даже за доступ к электронным торговым площадкам взимается плата. Вроде как законодательство, с одной стороны, предоставляет преимущество субъекту малого и среднего предпринимательства. Да, вот 1/5 пирога, условно говоря, за вами. Но с другой стороны, чтобы получить эту 1/5, вы должны заплатить. Вообще все жалобы в нашей стране, они состоят из двух корзин. Да? В одной корзине жалобы, которые называются малого берут, а в другой много берут. Так вот, давайте эту корзину, где много берут, это для малого бизнеса. Обменные проценты по кредитам, обменные платы за материалы. Этот вопрос о работе электронной торговой площадки и других, он настолько дискуссионный, что его надо обсуждать среди специалистов. То, что специалисты мало общаются с бизнесом, называют еще одной проблемой. Теория без практики нет дела. А мы ваша практика. Вы должны нас приблизить сказать, да, Роберт, что у нас, на что жалуется малый и средний бизнес. Я вам выложил сразу же картину. В рамках Совета такие встречи собираются устраивать в будущем. Озвученные же предложения будут обобщаться и адресовываться законодательным органам. Дмитрий Айринин, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Преступность в Татарстане выросла на 10%. Также наш регион совместно с Башкирией лидирует по темпам прироста коррупционных дел. В чем причина? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Завышенные цены за тепло, псевдоквадратные метры, долги и суды. Сегодня с такими заявлениями в Центр общественного контроля в сфере ЖКХ обращаются жители Казани. Их рассматривают совместно с представителями прокуратуры, Роспотребнадзора, соцзащиты. Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Алия Хайрудинова попыталась найти ответы. Потом прибавила еще первые нежилые этажи, за которые мы жильцы, обслуживаем их. Этот вопрос беспокоит Рустема Хабибуллина уже 4 года, с тех пор, как он переехал в новую квартиру на Батыева. По словам собственника, управляющая компания «Уют Плюс» в расчет за тепло включила первые этажи дома. Их сейчас занимают юрлица. Судя по платежкам, говорит Рустем Хабибуллин, его 66 квадратных метров увеличились до 149. Если, например, в самый такой отопительный период максимальная сумма с местами общего пользования, по моим расчетам, выходит порядка 900 рублей, то в графе отопления мы видим порядка 4-4,5 тысяч рублей. И с таким вопросом в городскую жилинспекцию Рустем Хабибуллин обращался не раз. Сейчас ему пообещали. В ближайшее время подготовят ответ. По представленным документам мы произведем анализ и предоставим ответ ему. С этим вопросом мы обратились в управляющую компанию «Уют Плюс». Оказалось, что Рустем Хабибуллин должник. К марту этого года накопилось 45 тысяч рублей. Здесь говорят, он принципиально платит за свои метры и по своим формулам, не оплачивая территорию общего пользования. Житель любого дома, когда он заходит в подъезд собственного дома, он же не заходит в холодное помещение. Соответственно, места общего пользования, они также отапливаются. И плата за данное начисление начисляется каждым индивидуально.
индивидуально, пропорционально квадратным метрам, находящимся у него в собственности. Вот этот злополучный дом номер 9 по улице Салиха Батыева. На 108 квартир приходится без малого 10 тысяч квадратных метров жилья. И действительно, первые этажи заняты юрлицами. Это магазины, мастерские, частные школы. И собственники переживают, что за них по счетам приходится платить жильцам. Как оказалось, почти все претензии жильцов этого дома к управляющей компании касаются начислений за тепло. Обращались тоже. Даже сделали счетчики. Мы хотели это индивидуально, чтобы по индивидуальным счетчикам делать. И оказалось еще больше. Система такая у управляющей компании, чтобы усреднить всем плату за тепло. Неважно, ты там считаешь по индивидуальным приборам учета или у тебя идет по каким-то там нормативам. И таких вопросов много. Каждый день только на горячую линию Центра общественного контроля в сфере ЖКХ поступает по 25 звонков. А вот такие встречи жителей с представителями органов власти стараются проводить 2 раза в квартал. Вопросы, связанные с проведением собраний собственников жилья, опять же, протоколов. И у нас сегодня присутствуют представители прокуратуры, Роспотребнадзора, соцзащиты, чтобы можно было проконсультироваться по правоприменительной практике. Ответы на некоторые проблемные вопросы дают сразу на месте. Некоторые приходится изучать. В частности, Рустем Хабибулин теперь будет ждать ответа от городской жилищной инспекции, а попутно готовить заявление в Конституционный суд. Все остальные инстанции его правоту не доказали. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиеддинов, ТНВ, Казань. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 01 01. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Президент Рустам Минниханов сегодня поздравил старшее поколение жителей республики с Международным днем пожилых. Красочный ролик он опубликовал у себя в Инстаграм. В подписи к нему президент попросил молодых навестить своих родственников. У тех, кто знает разные подходы и скажет, какой лучше выбрать путь. Кто в этом океане технологий во времена фейстайма и ватсапа любовь ко встречам не сумел унять. И научил нас помнить те мгновения, что теплым светом отразятся в нас опять. А мы все лучшие моменты запечатлим в наших сердцах. Сейчас в Татарстане более 952 тысяч человек пожилого возраста. 187 из них – это долгожители. И те, кто в этом году отметил вековой юбилей, и те, кто постарше. Сегодня с Международным днем пожилых их всех поздравил премьер Алексей Песошин. Ваша преданность делу, безграничная любовь к своей земле позволили нашей республике достичь современного уровня развития. Мы гордимся вами и обещаем не опустить высокую планку служения отчизне, заданную нашими отцами и дедами. Разрешите поблагодарить вас за тот огромный и самоотверженный труд, который стал основой процветания нашей республики. Сами дома не сидят и другим не дают. Свои 90 с хвостиком творческая семья Тукаевых из Казани находит, чем себя занять. Поют, рисуют, пишут стихи. А своих друзей водят на экскурсии. Не осталось музея и выставок, которые бы они не посмотрели. Их секрет жизнелюбия и долголетия узнала Вероника Гайнудинова. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Они не виделись несколько месяцев, но сегодня есть повод для встречи. Их праздник. Хотя солидные цифры только на бумаге, в душе, говорят, всегда 18. Гостей у себя дома собрала семья Тукаевых. Поют, пишут стихи, рисуют. В свои 91 Рашида Тукаева, куратор по музеям, собирает ветеранов и на экскурсии. Я их позвала, сама тоже иду. Я любитель. Интересно каждый раз видеть людей. Просто любим людей, нас любят. И вот в этом, наверное, вся причина. 33 года учителем в школе Рашида Тукаева преподавала математику в родном Менделеевске, потом в Троицке, в немецком Мезербурге и после в Казани. В Германию уехала за мужем. Камиль Тукаев военный. Вместе уже 64 года. Говорят, они творческий тандем. Она любит петь, он пишет стихи. Вместе они рисуют. В этом их секрет долголетия и жизнелюбия. Постоянной работе. Постоянной заботе,
постоянной дружбе с людьми, постоянной любви близких мне людей, постоянной верности родине своей. Дома не сидится, признается Тукаева. Всегда найдут чем себя занять и других. Вот такая-то встреча будет, вы должны обязательно там быть. Во всех музеях. Я была и в историческом музее, и просто вот пешеходные такие экскурсии были. Из-за пандемии, говорят, пока с ветеранами видятся редко, но каждая встреча как праздник. По дороге домой я встретился со звездой. «Царевич мой», — сказала она, и с этих слов луна осветила нас сполна. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Сегодня поступили в силу новые правила зачисления пенсий и социальных льгот. С этого дня они будут поступать только на карты платежной системы МИР. Если у получателя пенсии, субсидий или иных бюджетных выплат нет такой карты, деньги будут зачислены на специальный счет, где будут храниться 10 рабочих дней. С этого счета клиент может получить выплаты наличными или перечислить их на вновь открытую карту МИР. После истечения 10 дней выплаты будут возвращены банком обратно в пенсионный фонд. Всю подробную информацию вы можете уточнить по номеру, указанному на экране. Сегодня люди серебряного возраста получают поздравления по всей республике. Челнинские ветераны отметили праздник песнями. Правда, не со сцены, а на приеме у врача. Праздничный концерт прошел в госпитале для ветеранов. Сейчас здесь на лечении 50 человек. Слова благодарности за труд и вклад в развитие города им выразил мэр. Создан фундамент. Кто его создавал? Вы его создавали. И этот фундамент сегодня крепкий, позволяет вашим детям, вашим внукам, нам дальше созидать. С праздником огромное человеческое вам спасибо. 16 судей республики сегодня получили служебные удостоверения. Их вручил председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Сейчас в Татарстане работают 190 мировых судей. Спикер парламента отметил, на служителях Фемиды лежит большая нагрузка. На их рассмотрении находятся тысячи уголовных, гражданских, административных дел. Он напомнил, в этом году исполняется 20 лет со дня создания Институтов судебного конституционного контроля и мировой юстиции в Татарстане. Прошедшие 20 лет показали востребованность и профессионализм судей всех уровней, и Конституционного суда, и общей юрисдикции, и мировых судей. Ваша деятельность и решения напрямую связаны с судьбами сотен, я бы сказал, десятков сотен людей. Несколько минут назад в Казанской филармонии завершился гала-концерт творческой лаборатории «Наша песня». Молодые исполнители, поэты и композиторы на протяжении полугода сочиняли новые композиции на татарском языке и сегодня представили их зрителю. 20 лучших песен услышала Вероника Гайнудинова. Для каждого артиста важно, чтобы его творчество приняла публика. Понравятся ли эти новые татарские песни зрителям? Сегодня им представляют 20 лучших композиций. Филюс Кагиров, Эльмира Калимуллина, Ильнар Миранов, Зарина Вильданова. На сцене уже известные многим артисты и только начинающие свой творческий путь молодые исполнители. Они все участники лаборатории «Наша песня». Полгода певцы вместе с поэтами и композиторами сочиняли новые композиции. Цель лаборатории – пополнение национального песенного фонда. Мы узнали друг друга. Я считаю, что основная задача этой лаборатории уже сделана, потому что она нас объединила, нас познакомила. Теперь мы можем с легкостью творить. Очень большая ответственность. Песня должна быть и восприниматься на слух, но при этом не терять свою такую художественную ценность. Песня сегодня звучат в сопровождении оркестра театра Карима Тинчурина. Все композиции больше классические, а вот тематика самая разная. Любовь, самореализация посвящают их и родителям, или родному краю. Все сочиненные песни войдут в репертуар артистов, поэтому зрители их услышат еще не раз. Вероника Гайнудинова, Алмаз Ядинов, ТНВ, Казань. У нас на этом все. Далее о погоде. Всего вам доброго и до встречи. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции.
Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санатории компании «Татнефть». Курс на здоровье. Все в порядке? Кожа очень чувствительная, сохнет невыносимо. Попробуй Родовит Актив. Защиту своей кожи от сухости в любую погоду доверяю ему. На склад торговой сети «Пятерочка» требуется оператор склада, водитель электроштабелера. Телефон 8 800 770 04 20. Здравствуйте! В этом году осень, на удивление, теплая. Таких стабильно высоких температур не наблюдалось уже давно. Вот и 2 октября сохранится ясная и комфортная погода. Об этом чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2 167 166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ясно и сухо. Температура воздуха плюс 21. Очень тепло, солнечно в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Здесь также без осадков. Погода пока еще позволяет долго гулять на свежем воздухе. Ловите моменты. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше также осадки маловероятны и по-летнему тепло. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе антициклон удерживает теплую и солнечную погоду, без осадков, дневная температура плюс 20. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске ни намека на осадки. Небо практически безоблачно и температура повышена. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше также пока без изменений, ясно и тепло. Столь располагающая осенняя погода заставляет многих задуматься, а не ждет ли нас подвох в виде резкого похолодания. Пока нет. В субботу днем также будет тепло. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата здесь лечат без операции и протезов. Новейшее оборудование и авторские схемы лечения. «Доктор Ост». За 12 лет отменили свыше 39 тысяч операций. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Фильтр Гейзер Макс защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жесткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы – кальций, магний и калий. В Казани в пятницу будет ясно и без осадков. Ночью 6, а днем 20 градусов выше нуля. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.